Сегодня депутаты Государственного совета завершили работу за первое полугодие и ушли на каникулы. За весеннюю сессию парламентарии рассмотрели 63 вопроса, в том числе 41 законопроект. Сегодня в повестке дня 20 вопросов. Один из первых о поддержке детей-сирот. Подробнее у Татьяны Молоковой. Со вступительным словом перед депутатами выступил председатель Госсовета Леонид Черкесов. Он отметил основные направления деятельности парламента в первом полугодии, остановился на наиболее важных региональных законах. В первую очередь это уточнение бюджета региона на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Республиканская казна увеличилась по доходам на 2,7 миллиарда рублей и составит почти 83 миллиарда рублей. А расходы увеличиваются более чем на 7 миллиардов. Учетом вносимых изменений расходы республиканского бюджета Чувашской республики на 2023 год впервые в истории превысит 90 миллиардов рублей. За 3 года рост составил чуть более 60%. Многие законы носили социальный характер. Один из таких приняли и сегодня. В региональный закон о регулировании жилищных отношений внесли изменения. Теперь возраст получения социальной выплаты на приобретение жилья детьми-сиротами снижен с 23 лет до 21 года. На конец первого квартала в текущих списках на обеспечение жильем 2042 детей-сирот. Количество потенциальных получателей жилищных сертификатов в связи со снижением возрастного ограничения до 21 года увеличится на 262 человека или станет 743 на сумму 743 миллионов рублей. По данным органов местного самоуправления, 33 лица из детей-сирот, достигших возраста 21 года, готовы улучшить жилищные условия с помощью жилищных сертификатов. Это почти 93,6 миллионов рублей. Механизм жилищных сертификатов был принят в 2021 году. За это время 140 детей получили выплату, 111 воспользовались правом, остальные пока в поиске вариантов. В третьем квартале цена квадратного метра, установленная Минстроем России, 85 тысяч рублей. Закон депутаты приняли единогласно. Также парламентарии рассмотрели проект закона о внесении изменений в закон о природопользовании и приведении его в соответствие с федеральным. Некоторые полномочия по предоставлению участков, расположенных на землях лесного фонда, передаются Рослесхозу. Минприроды Чувашии, в свою очередь, могут проводить аукционы на право пользования участками с полезными ископаемыми. Учитывая нормы вышеуказанного федерального закона, предлагается также исключить из полномочий Минприроды Чувашии полномочия по предоставлению лесных участков, расположенных на землях лесного фонда, в аренду или безвозмездное пользование для реализации приоритетных инвестиционных проектов, а также проведения государственной экспертизы проектов. Депутаты также приняли поправки в закон об административных правонарушениях, которые устанавливают административную ответственность за нарушение некоторых требований к содержанию домашних животных. Сейчас у парламентариев начинаются рабочие каникулы. До 1 августа им необходимо внести предложение по формированию бюджета на 2024 год. Татьяна Молокова, Юрий Марков, Республика.